Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda hayalin, rica etsem lütfen gider misin? Durmak yoktu aşksa, inanmışım yalancıya, kalbim senle durdu, hepsi boşlukmuş oysa. İşimde gücümde sağımda solumda her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. İşimde gücümde sağımda solumda her yerde sen, evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. Повсюду ты. Переведено группой Дизимания, озвучено студией CS Дизи. Голос за кадром Анастасия Гайдаржи. Специально для сайта dizimania.ru. Я еду к тебе.
Добро пожаловать. Спасибо. Добро пожаловать, брат. Проходи. Демир звонил тебе? Не звонил. И не думаю, что позвонит. Сегодня все слишком надавило на него. Да и с этого момента уже и говорить не стоит. Завтра поговорим, хорошо? Когда господин Демир восстанавливал свою гордость, я нашел выход касательно налогов. Что у тебя в голове? Ты же в тот день при Демире сказала, что звонила Аляре. Ты тогда это придумала, или же это был план, чтобы я тогда замолчала? Ты хотела сказать Демиру, что мы шантажировали Йылдырыма. Очень внезапно. Хорошо, но это его фирма. Он имеет право знать. Да, имеет право знать, но пользы нет. Эйлюль, мы не можем сейчас воевать между собой. Злость и нравоучение Демира могут немного подождать. Что будешь делать? Конечно же, позвоню Аляре. Странно, что это не пришло мне в голову до этого. Судя по реакции Демира, для него позвонить Аляре, как упасть в море и ухватиться за змею. Ты даже не знаешь девушку, но ты сделала очень верно все, что касается Аляры. Тогда как она нам поможет? Потому что мы в безвыходном положении. Безвыходное положение всегда ведет к рискованным решениям. Может, иногда показывает правду, как и сломанные часы. Не может быть? Расскажи немного об этой девушке. Куда дел вещи? Вещи пару чемоданов, видать. Поставил на складе. Сынок, хорошо, ты принял решение оставить девушку одну. Я просто так принял решение, видать. Знаешь, что она мне сказала? Глядя мне в глаза, сказала, что я не иду ей на пользу. Что я мог поделать? Брат, хорошо, я понимаю. Но девушка хотела сказать, что именно сейчас не идешь на пользу. Не сказала, что не шел на пользу и отныне не будешь идти. Почему ты злишься, собираешь вещи и уходишь, будто не вернешься? Раз хочет остаться вдали от меня и собраться с мыслями, пусть собирается дома. Не хочу, чтобы она портила свой порядок. Она девушка, которая привыкла к своему порядку, ты знаешь. Она будет еще больше напрягаться, находясь вдали от любимых вещей. Ты хорошо и красиво говоришь, но это не вышло так, будто ты оставил ее в покое. Вышло так, будто ты разозлился и покинул дом. Сынок, что значит собрать все вещи и уйти? Будто ты своей дорогой, а я своей? Чтобы так не казалось, я перед выходом оставил письмо. Что сделал, что сделал? Письмо оставил. В таком состоянии еще письмо девушке оставил. Жаль. Почему? Красивый мой брат, ты когда пишешь письма, превращаешься в поэта. Ты не успокоил девушку, у нее как бы сердце не стало отныне болеть. Эта девушка, Аляра, судя по тому, как рассказывают, не из тех девушек, которые могут совершать нормальные поступки. Ладно, закроем тему. Я уже не знаю, что делать от безысходности. О чем думаешь? Она не делает ничего правильного. Но если на конце есть то, чего она очень хочет, может, придет к договору? Что? То, чего она очень хочет? Хочешь сказать, что у нее все есть? Я ничего такого не говорил. Мы в таком положении, потому что она не получила того, чего очень хотела. Демира. Судя по тому, что мы не дадим ей его. У него нет близнеца, да? Брата. К сожалению.
Есть только один Демир Эрендиль. Bir tane var. Tüh. Hepiniz bu kadar Что вы isteyecek все нашли в этом человеке такого? ne buldunuz o adamda? Konuyu Не будем менять saptırmasak тему. Хорошо. Ali К какому Ara'yla договору мы nasıl можем bir прийти с anlaşma Алярой? varabiliriz? Подумаем об этом. Девочка, кажется, их нет дома. Смотри, света нет в окне. Мерве, посмотри, она ответила на сообщение. Селин, где ты? Я пришла домой, тебя не было. Вы у врача? Ты с господином Демиром, ягненок. Я звонила тебе, будешь свободна, напиши или позвони. Все сообщения дошли, но не прочитаны. Как, она весь день не брала телефон в руки? С утра говорила, что болеет. Может, спала весь день? Нет, Мерве, что-то происходит. Эта ситуация мне совсем не нравится. Селин, ты дома? Звони, звони в звонок. Ay. Ай да, тут тоже нет света. Селин. Селин. Сакыс. Где они? И не отвечай, заставляй человека беспокоиться. Ты отвечаешь, но понимали бы мы еще твой язык. Селин. Нет звуков. Может, господин Демир куда-то отвез Селин, Мерве? С утра от них нет вестей. Может, они помирились? Поехали вместе ужинать. Нет, было бы так, она бы ответила на сообщение. Звонишь Селин? Нет, господину Демиру. Не беспокой, девочка. Может, они пытаются помириться. Не мешай им. Мерве, мы тут умерли от беспокойства. Пусть скажут, что все в порядке, потом пусть говорят. Телефон недоступен. Он тоже не отвечает. Нет. Оба не отвечают. На работе их нет, у меня дома нет. Тут нет, в Хэппи Пай тоже нет. Что осталось? Теплица. Может, поехали туда? Да, позвони Видату. Идея супер, есть номер. Видат, Ибо звонит тебе. Конечно, услышал, что ты сделал, едет наказывать тебя. Как смешно. Отвечай давай, отвечай. Доброй ночи, парень. Брат, видать, не обижайся, побеспокоил на ночь глядя. Ну что ты, сынок? Что случилось? Девочки не могут найти Селин, спрашивает, она не в теплице. Сказали, что могла приехать с Демиром. Демир рядом со мной, но мы не в теплице. В последний раз Селин была дома, кажется. Пусть там посмотрят. Что случилось, Ибо? Брат, Мерве и Айда у вашего дома сейчас. Звонили в дверь, никто не открыл. Спрашивают, куда могла пойти Селин. Понял. Хорошо, пусть не переживают, я скажу, что они искали. Спасибо, брат. Кстати, вы в порядке? В порядке, проблем нет. Видат просит тебя к телефону, даю. Через пару часов я вернусь. Что значит уйти, оставив письмо, вместо того, чтобы сесть и поговорить? Алло, Ибо, ты тут? Демир ушел сейчас. Сдачи не надо, спасибо. Доброй ночи. Прошу. Эта девушка, Аляра, пошла вслед за Демиром, зная, что у него есть девушка, так? Тогда они еще не были вместе. Демир никогда не ставил дистанцию в своих отношениях с Алярой.
и не издавал звука на ее стороне прогрессировать. Демир не станет никому грубить. Будешь ждать, пока люди сами поймут. Когда поехали в Париж с презентацией, ночью вышли развлечься. Аляра тогда очень обнадежилась. А потом внезапно работа закончилась, и Демир ушел. Увидев, что он оказывает внимание Селин... Что случилось? Селин и Демир сейчас в разлуке. То есть, они в ссоре. А если Аляра услышит об этом и подумает, что у нее есть шанс? Что сделает? Вновь обнадежится, попытается спасти Демира. Поговорит с отцом, попросит его отменить компенсацию, чтобы не обанкротились. Почему бы и нет? Аляра имеет сильное влияние на отца. То, о чем ты говоришь, откуда ни посмотри, противно. Так кажется, да? Ладно, мы покушаем. Может, на сытый желудок эта идея покажется лучше. Селин. Селин. Демир. Селин, ты дома? Иду. Ты что-то забыл? Айда и МРВ приходили. Они, оказывается, долго стучались, но ты не слышала, наверное. Слышала? Не открыла? Что случилось? Они сразу тебе позвонили. Конечно, устроили суматоху, не дозвонившись до меня. Они волновались о тебе? Волноваться не из-за чего. Я захотела немного собраться с мыслями. Извини, тебя потревожили аж до сюда. Ты в порядке? В порядке. Ничего нет? А, Демир, если бы ты сказал, что будешь собирать вещи, я бы тебе помогла. Правда, ты и сам быстренько собрался, но не смог поехать в офис. В офисе было много дел. Они тебя долго ждали. Поговорим с тобой немного. Сядь на 2 минуты. Сядем. Хочешь что-нибудь выпить? Чай тебе приготовить? Нет необходимости. Проходи, садись. О чем ты хочешь поговорить? Я поехал к Видату. Некоторое время останусь там. Тебе лучше знать. Ты можешь идти куда хочешь, оставаться где пожелаешь. Это касается тебя. Я вижу, что ты расстроена. Но это не конец, а начало. Мы с тобой начнем все с нуля. Как 2 только познакомившихся человека. Зачем ты рассказываешь мне об этом? Я захотела остаться подальше от тебя. И мы сейчас вдали друг от друга, нет проблем. Хорошо?
Ты можешь позвонить мне в любое время, когда что-то понадобится, когда соскучишься. Что поговорить, поругаться. Когда станет скучно, я немедленно приеду. Насколько я поняла по твоему письму, я должна залечить свои раны сама. Я не смогу это сделать, если постоянно буду звонить тебе, так? Селин, чтобы ты не обижалась. Я написал то письмо тебе, чтобы ты не расстроилась, увидев комнату пустой. Спасибо. И есть еще что-то? Прошу прощения за то, что было утром. Ненужная реакция. С тобой это не было связано. Знаю. Есть проблемы по работе. Эйлюль позвонила и сказала: надеюсь, скоро решишь. Решу. Кстати, это хотела дать тебе. Что это? Я передаю акции дома тебе. Если подпишешь доверенность на дом, перейдет на тебя. Что ты, по-твоему, делаешь, Демир? То, что верно, Селин. Этот дом отныне твой. Правда, это всегда было так. Демир, немедленно. Немедленно выйди отсюда. Быстро. Демир, немедленно выйди отсюда. Селин, тут не на что злиться. Демир, я еле сдерживаю себя. Правда, сорвусь. Выйдет все, что мне на душе. Я больше не хочу сдерживать. Демир, выйди вон из этого дома. Хорошо, не сдерживай, говори, Селин. Демир, ты сошел с ума? Это был твой план? Ты подумал, сердце девушки разбито, а даме акции вдруг забудет. Нет, Селин, это не так. Я захотела немного собраться с мыслями. Захотела немного времени, немного отдалиться. Но что сделал ты? Собрал все вещи и уехал. И что это сейчас? Это месть? Наказание? Селин, пожалуйста, успокойся немного. Ты неправильно понимаешь ситуацию. Ты так со мной расстаешься, то есть, да? Оставляешь письма, передаешь акции на дом. Это дом исцеления нашего расставания. Селин, при чем тут это? Мы не расстаемся. Если не расстались, что это за глупость? Я не хочу. Я доверенность твою не хочу. Прошу лишь немного времени. Прошу немного понимания, немного ума и логики. Это так тяжело? Ты была права. Я на тебя плохо влияю. Ты соберешься с мыслями, а я соберу все оставшееся. Мы начнем все с чистого листа. Вместе. И однажды мы будем очень счастливы в этом доме. Но до тех пор не строй в голове то, чего нет, и не мучай себя. Я расстраиваюсь, видя, как расстроена ты. Я не такая обидчивая, как ты думаешь. Ну что, смогла немного собраться с мыслями? Бурак, пожалуйста, не открывай эту тему. Хорошо же закрыли. Это единственный выбор, который у нас в руках. Разве нам не нужно сначала проанализировать? Говоришь, сыграем со слабым местом Аляры? Она подумает, что есть шанс с Демиром, пойдет к отцу и попросит отменить компенсацию. А потом она вновь пристанет к Демиру.
Она испортит еще больше отношения Селины и Демира. Это как раз таки то, чему и случиться не позволю. К тому же, Бурак, нельзя играть с чувствами людей. Хорошо, Илюль, не злись. Я выбросил это все, придумаем что-нибудь другое. На самом деле, я думаю, лучше наедине. Понял. Спасибо за ужин. Завтра увидимся. Демир, я приготовила тебе кофе. Селин. Я решу. Все решу. Эта разлука долго не продлится. Селин. Селин, давай, просыпайся. Демир. Демир. Мне нужно быть сильной, да, Чичи? Да. Я сильная. Я не нуждаюсь ни в каком Демире. Я как стержень. Да. Я как стержень. Ах, Демир. Конечно, привыкла видеть тут каждое утро. Ладно, к этому привыкнем. Да и что это такое? Каждое утро занятие йогой. И тебе стало комфортнее, да, Сакис? Тишина. Огромный сад остался нам. Хорошо, что ты ушел, Демир Эрендиль. Он ушел из дома. Девочки, вы меня напугали. Когда вы пришли? Даже не пытайся свернуть тему на нас. Что значит ушел из дома? Да и к тому же, это же ты ушла из дома. То есть он когда? Что случилось? Как? Что вы делаете, Селин? Не знаю. У нас нарушился баланс. Даже не знаем, что делать. Хорошо, но как вы дошли до этого? В последний раз ты была больна, не пришла на работу. Он разве не за тобой смотреть пришел? Или ты его из дома прогнала? Нет уж, куда прогонять? Я не могу думать рядом с тобой. Ты плохо на меня влияешь, Демир. Что ты такое сказала? Это то же самое. Нет, почему одно и то же? Я же не прогнала. Не сказала уходить. Значит, мужчина ушел, чтобы тебе было спокойнее. Вы в ссоре? Нет уж. Какие ссоры? Мы взрослые люди. Мы что, дети, чтобы ссориться? Это получилось так, чтобы я не была вдали от своих детишек. Но Демир хорошо придумал. Смотри, Сакис по мне скучала. Да и как таковых проблем нет. Неважно, то есть. Конечно. Господин Демир правильно сделал. Хорошо придумал. Человек дома себя лучше будет чувствовать, да, Айда? Именно.
Да и здесь намного просторнее. Да и смотри, тебе уже и лучше. Цвет лица поправился, энергией наполнена. Да, я очень хорошо себя чувствую. Да, у тебя очень хорошее настроение. Это та самая не знающая границ, не сдающаяся, не падающая духом, сильная, мощная Селин. Именно. Что мне только не сломило, это что ли сломит? Демир какой-то, какая-то и Люль. Я издалека присмотрюсь, чувства взвешу, оценю обстановку. А потом выйду из этой путаницы, друг мой. Вперед, Селин. Именно. Именно. Так и буду шагать. Нет, домой шагай, Селин. Давай одевайся, на работу опоздаем. Так говорите. Хорошо, вы 5 минут позаботьтесь о Сакис, я подготовлюсь и приду. Ну ты дала газу, Мерве. Ты хоть себе-то говоришь это? Конечно, девочка. С газом, который я даю себе, дирижабль взлетит, дирижабль. Да, госпожа Сакис. У вас тоже есть такие проблемы? Что ты делаешь? Ты сходила в туалет? Спасибо, Видат. Что было прошлой ночью? Была полночь, ты все еще не приехал, я подумал, что ты останешься дома. Нет, я пошел поговорил. Объяснил ситуацию, потом вышел из дома. Посидел на набережной немного. И итог? Она не хочет меня терять. И не хочет, чтобы я из дома уходил. Но и простить не может. И что ты будешь делать? Делать особо нечего на самом деле. Буду ждать, когда она подумает, прими ситуацию такой, какая она есть. Или пока соскучится по мне. Говоришь, пусть горит от тоски и забудет путаницу в голове. Прекрасно. Я не жду, чтобы она забыла, Видат. Достаточно, если вспомнит, что прожитое нами намного важнее. Надеюсь, что когда начнет тосковать, то вспомнит. Хорошо, а когда эта девушка соскучится по тебе? Вы же каждый день на одном рабочем месте. Эта девушка будет видеть парня, покинувшего дом, и его бывшую, которую он бросил рядом. Уже после этого гнев ли ее подтолкнет? Или тоска? Поживем, увидим. На самом деле, я немного и для себя захотел побыть порознь. На работе очень много проблем, Видат. Я не могу справиться с двумя девушками одновременно. Это отражается на наших Селин отношениях. Поэтому ей будет лучше побыть некоторое время вдали от меня. Надеюсь, итог будет таким, как ты желаешь. Посмотрим. Дай бог. Девочки, пусть никто не слышит о прожитом с Демиром, хорошо? Ни в коем случае не проговоритесь. Хорошо, милая, ты не волнуйся. Уж, наверное, девочка не скажем ничего, конечно. У Азмия глаз алмаз, поэтому нам нужно быть вдвойне внимательными. Пожалуйста, не говорите в общественных местах, хорошо? И даже вообще не разговаривайте. Нам нужно быть внимательными с тетей Лейлой и Фирузе. В их радар ни в коем случае не должны попадать. Никто не будет знать, что Демир ушел из дома, никто не услышит, хорошо? Селин, это ты будь осторожна. Азмия с одного взгляда поймет, что ты вчера плакала. Плакала? Нет уж, я не плакала вчера. Я не смогла заснуть вчера ночью, поэтому глаза немного опухли. Что такого? Хорошо, милая, но ты все же будь, как и всегда, веселой и улыбчивой, хорошо? Хорошо. Я и так всегда веселая, вы знаете. Хорошо, госпожа Илюль. Я сейчас же и позвоню. А вот они пришли. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Селин. Доброе утро. И? Где господин Демир? Вы не вместе приехали? Нет. Боже мой. Госпожа Илюль тоже искала господина Демира. Ладно, я позвоню ему. Нет, не стоит, Азмия. Он в пути, не будем беспокоить сейчас. Я могу помочь, если касается клиентов. Не касается клиентов, мы должны были сделать собрание с руководителями. Ты сообщишь, как приедет. Конечно, госпожа Илюль. Легкой работы. Спасибо. Спасибо.
Что происходит, Азмия? Что за собрание руководителей? Откуда мне знать? Они очень напряжены в последнее время. И господин Бурак, и госпожа Илюль. Господина Демира тоже нет нигде. Правда, вы почему приехали не вместе, Селин? Случилось это. Утром случилось. Селин осталась ночью с нами у Айды. У всех нарушился порядок из-за того, что мне плохо. Столько говорила, чтобы не занимались своими делами, что я в порядке, но вот... Человек не может оставить подругу одну, не так ли, Селин? Да, так вышло. Бусинка моя, ты сегодня хорошо выглядишь. Не думай, ты все будет хорошо. Не так ли? Тогда мы перейдем к себе. Хорошо, вы идите, потом подойду к вам. Мои утренние сладости. Посмотри на женщину, ждет господина Демира у дверей. Бесстыдница. Мэр В сказала же о собрании. Да и вчера господина Демира не было. Видимо, очень важно. Селин, ты знаешь, что за срочное дело? Вчера меня не было. Верно. Хорошо, я иду за кофе. А Селин? А ты, Илюль. Я и вчера на работу не ездил, все вокруг запуталось. Отлично. Ты работу запустил? В прошлый раз также начиналось. Не связано, видать. К тому же в этот раз все запутано не из-за меня. Еще одна ловушка от господина Йылдырыма, чтобы уничтожить меня. Будто не хватило ему налогов от фирмы, он еще и всех моих клиентов отпугивает. Я должен срочно уладить это дело. Пока мысли Селин, никакого решения ты не примешь. Приму. Я вынужден принять. От дел зависит то, как я восстановлю отношения с Селин. Причем тут это? Вместе им пупок резали. Похоже на то. Когда уладятся дела Артемим, Эйлюль вернется в Лондон. Полностью останется в прошлом. И Селин, и я успокоимся. Конечно. Чтобы уладить проблемы, ты будешь работать с финансовым директором. Брат, ты из дома ушел. Каждый раз, когда Селин будет тебя видеть, ты будешь находиться рядом с Эйлюль. Правда, великолепный план. Я иду на работу. Опаздываю. Вечером увидимся. Вечером, когда будешь ехать, купи хлеб. Я приготовлю менемен. Говорю, что моя карьера заканчивается, что любимая уходит. А ты мне говоришь про менемен. Нам что, остаться голодными? Хорошо, куплю хлеб. Я тут приберусь, ты не думай. Это слишком нужно для меня. Мне нужны движения. Госпожа Змея, документы. Спасибо, не за что. Я пошла. А змее? Что видят твои глаза? Это правда или сон? Боже мой. Не беспокойтесь. Спасибо большое. Неважно, дорогая. Да, кажется, все. Надеюсь, что нет. Простите? Я Змея. Я секретарь руководителя по внутренним делам. Чем могу помочь? Очень приятно. Я Арда. Я госпожа Селин. Селин Север. Да, я сообщу ей. Как представить? Арда. Арда, ты что тут делаешь? Пришел посмотреть, работаешь ли ты? Но если у тебя дела, я пойду. Нет, дорогой, куда пойдешь? Добро пожаловать. Ты совсем не изменился. Пойдем выпьем кофе, потом пойдешь. Хорошо? Идем. Откуда он взялся? Быстрее бы приехал господин Демир. Все вокруг хорошенько запуталось. Очень хорошо. Демир в дороге. Должен вот-вот приехать. Прошу тебя, не говори о своих идеях касательно Аляры. Оставь, я лишь расскажу о продажах акций. Зачем мне говорить об идее, от которой я отказался? Не знаю. Может, для того, чтобы его разозлить? Бурак, ты превратил напряжение между вами в кровную войну.
Даже чтобы спасти фирму, тебе в голову приходят идеи, которые ему навредят. Что бы ни было, ты будешь поддерживать Демира. Да? Что бы он ни сделал с тобой. Я не поддерживаю чью-либо сторону, Бурак. Я лишь пытаюсь все исправить ради нас всех. Простите, господин Бурак, позвонили по поводу должности на место Бары. Спрашивают, когда можете встретиться. Мы не сказали, что остановили поиски по поводу работников. Да, так сделали. Я думала, что мы примем больше работников на работу, так как разделились. На некоторое время остановили. Проблем нет. Хорошо, я скажу, что вы не встретитесь. Оставь новых работников. У нас даже нет денег, чтобы держать тех, кто с нами сейчас. Мы должны объяснить это руководству. Рано или поздно они спросят, почему мы не принимаем на работу. С такими темпами не будет нужды. Не только наша фирма. Весь сектор скоро будет кипеть из-за скандалов Демира. Это не скандалы Демира. Это омерзительный план Йылдырыма. Не имеет значения. Никого это не будет волновать. Почему и как это произошло. Прошло лучше, чем я думала. Покажи и нам. Хорошо. И если будет нужда, то отправьте сообщение. Какое все цветное вокруг. Значит, архитектурный сектор именно такой? Тут две фирмы на самом деле. Другая сторона тоже наша. Ты почему приехал в Стамбул? У нас совместный проект тут с одной фирмой. И если договоримся, то еще некоторое время я буду тут. Прекрасно, будем часто видеться. Что ты делаешь? Видишься с нашей группой? Пару раз виделись, как и с тобой. Большинство остались там. Иногда видимся, ужинаем. Ты не приезжаешь совсем. У меня нет возможности из-за работы, что приехать. Давно не была там, но однажды приеду. Доброе утро, Демир. Наконец-то ты приехал. Бурак. Если вы свободны, перейдем в мой кабинет. Конечно, сейчас придет. Бурак, смотри. Будь спокойным. Сконцентрируемся на нашей теме, хорошо? Добро пожаловать, господин Демир. После совещания пройдемся по нашим делам, Айда. Хорошо. Кстати, это для тебя, Синопа. Не могу поверить. Тебе тоже дала. Моя мама всем что-то дает, кто едет в Синопа. Не обижайся, для тебя тоже стала грузом. Нет-нет, не говори так. Тетя Рейхан — это душа. Мало пирогов разве приготовила нам. Сказала, что сильно скучает по тебе. Доброе утро, госпожа Селин. Доброе утро, господин Демир. У вас гость? Да. Да, мой друг с лицея. Приехал в Стамбул по делам. Господин Демир — руководитель нашей фирмы. Добро пожаловать, спасибо. С родины. Да, мама отправила вместе с Ардой. Значит, видитесь с семьями. Вы соседи? Нет, но тетя Рейхан и дядя Семих — моя вторая семья. Да. Как прекрасно. Господин Демир, вы хотели спросить что-то по поводу работы? Пока нет. Легкой работы. Спасибо. Арда, чем занимаются ваши? Как родители? Что им делать-то? Спрашивали о тебе. Соскучились по тебе. Входи. Господин Демир, принести вам кофе? Кстати, владелец галереи господин Онур звонил, сказал, что хочет встретиться с вами. Мы отправили ему счет. Также пришел список, который мы просили. Как давно этот ненужный тип здесь? Кто? Гость Селин. Мы встречаем личных гостей на ферме теперь. А вы говорите про Арду? Он недавно пришел, но они с Селин очень давно знакомы, кажется. Селин так обрадовалась, когда увидела его. Я принесу вам кофе. Понравилась моя работа? Тут очень красиво.
Я очень люблю свою работу, своих коллег. Хорошо. С чего это тетя Рейхан и дядя Семих твоя вторая семья? Ненужный тип. Что случилось? Назначили дату свадьбы? Какая самая ближайшая? Через 2 недели. Но мы не взяли. Почему? С вашего позволения, пойду умоюсь. Что происходит, Лейла? Все очень быстро происходит, Фирузе. Зачем так торопиться, ради бога? Надели обручальные кольца. Немного побудем в таком положении. Лейла, известно, будем мы жить на следующей неделе или нет? Ты столько лет ждала, чтобы быть счастливой. Не тяни. А если мы выберем не того человека и будем несчастны? Почему ты должна быть несчастной, дорогая? Смотри, ты столько лет жила одна. Знаешь, что это такое? Выйди замуж, посмотри, что значит иметь мужа, друга, спутника. И это верно. Просто так расстроила человека. Иди помирись с ним. Так сделать? Сделай, конечно же. По пути захвати бумажку, составим список гостей. Давай, у нас мало времени, давай, Лейла. Хорошо, хорошо. Давай, ладно, давай. Ты в порядке? Вчера я не смог приехать. А дел очень много, потому что меня не было, знаю. Исправим. Входи. Вчера весь день мы пытались дозвониться до тебя. Ты на часик не мог заехать на фирму? Вы не сказали, госпоже Тюркян, что эти сплетни ложные? Конечно же, сказали, Демир. Рассказали, что это план, чтобы очернить тебя. Но никто не интересуется правдой. Важно то, как это преподнесли. Хорошо, откуда она узнала об этом обмане касательно Аляры? Господин Йылдырым сам сказал, или же этим пользуются другие? Какая разница? Никто не хочет работать с тем, у кого такой авторитет. Это проблема людей. Это проблема характера, Эйлюль. Никто не может меня так очернить. Господин Йылдырым бы тоже не пошел на такое. Он думал, что налог будет самым тяжким наказанием для нас, но я не понимаю, почему он продолжает делать шаги. Может быть, Аляра захотела, чтобы так было? Не думаю. Тогда почему с самого начала не сделали так? Что-то изменилось. Внезапно он винит меня в бесчестных делах. Позволяет, чтобы имя Аляры было во всех этих сплетнях. Что-то случилось. Но что? Что бы ни случилось, сконцентрируемся на решении. Мы потеряли много крови от того, что ушла госпожа Тюркян. Но у Эйлюль есть идея. Мы ждали твоего приезда, чтобы рассказать. Я вижу лишь один путь, чтобы избавиться от этой бури. Выставить акции фирмы на продажу. Сейчас же. Сейчас же. Другого выхода нет. Рынок спускает цены акций, мы должны их продать, пока они имеют ценность. Благодаря этим деньгам мы выплатим налог, отдадим зарплату, не будем вынуждены увольнять сотрудников. Фирма будет раскручиваться. Это может помочь делу. Если мы, конечно, сможем продать акции. Собери совещание. Завтра сразу же поедем, расскажем все руководству. Минутку. Мы должны были проверить эту идею. Не будем сразу сворачивать на этот путь. В руках Демира все еще есть клиент. Галерея искусств. Не считается маленьким проектом. Этого недостаточно. Если получит успех, то откроет другие двери. И если ты сделаешь хорошее дело, то вернешь свой авторитет. Если, конечно же, возьмешься за ум, потому что в последнее время твоя личная жизнь на первом месте, нежели фирма. Это ты смешал личную жизнь с фирмой. Пожалуйста, сможем сфокусироваться на нашей теме?
Если начнешь расспрашивать, то почему мы в таком положении, то точно из-под всего этого выйдешь ты. Поэтому будем думать о решении. Иначе всем будет больно. Входи. Я скоро приду. Прошу. Это он так не смешивает личную жизнь и работу. Селин, я уже пойду. У тебя дела, не буду тебя еще больше беспокоить. К тому же мне уже нужно успеть на совещание. Куда? Раз в 40 лет вижу тебя, в жизни не оставлю. Знаешь, что сделаем? Поедем ко мне домой, покушаем, думаю, увидишь. Что скажешь? Да, родители много говорили о твоем доме. Правда, мне очень интересно, я хочу увидеть. Но не сегодня вечером. Сегодня премьера фильма моего друга, я ему обещал. Да ладно. Не откажешь уже, раз обещал. Хорошо, сколько ты еще будешь тут? До конца этой недели. Смотри, что скажу. Если хочешь, пойдем со мной. Вместе пойдем на премьеру. Можно? Можно, пойду. Смотри, встретимся у меня дома, покушаем, оттуда поедем. Договорились, хорошо? Госпожа Селин. Господин Демир. Этим вечером мы будем работать над галереей искусств. Всей команде сообщили, но, кажется, вы не знаете. Нет, я о таком не знаю. К тому же галерея – это дело другой стороны. Я нахожусь в команде архитекторов. Я не вижу того, что может интересовать меня. Интересует, потому что мы работаем вместе. К тому же мы будем также представлять декор места. По этому поводу будем нуждаться в ваших идеях. Да? Хорошо. А когда это стало известно? До этого это не обсуждалось. Сейчас. Сейчас стало известно. Клиент решил. Я решил. Есть претензии? Нет, дорогой, какие претензии? Всего лишь работа, закончу и выйду. Тогда позвонишь мне перед выходом. К тому же премьера будет поздно. Успеешь. Хорошо, увидимся. Увидимся. Не стоило попусту обещать, потому что наши дела затянутся. Поскорее начнем, чтобы закончить пораньше. Господин Демир, ради бога, вам не понравился кофе, который я сделала? Поэтому я обожаю вашу ревность, господин Демир. Ты знаешь, что есть еще внуки моей тети Ширин, Джанер и Элиф. Я потом тебе дам список тех, кто приедет в сообщество. Нет уж, Фирузе, мы на свадьбу пригласим 500 человек, ради бога. Что это значит? Выходит замуж сама дочь Гюнбаканов. Без свадьбы нельзя. Нет уж. В таком-то возрасте. Что такого? Ты впервые выходишь замуж. Ты разве не мечтала об этом? Не так ли, господин Мухаррем? Все будет по традициям. Конечно. Да, без свадьбы нельзя. С вашего позволения, я пойду, дела меня ждут. А я вас провожу, господин Мухаррем. Нет, госпожа, ну что вы, не беспокойтесь. Вы планы свои постройте, я все уложу. Доброго дня. Вместо Бары возьму другого модельера. Нет, дело с моделированием мы решим извне. Ты забей на все. Скажи мне, что это было с твоей мордой? По-всякому красив. Не знаю, из-за погоды ли. Захотелось переехать в Синоп. И правда, он твой друг с лицея, да, Селин? Какой друг? Между вами было что-то? Мерве, постой, не смешивай все сразу. Селин, или это было платоническим? Вы не смогли раскрыться друг другу? Мерве. Слушаю, господин Бурак.
Нет. Вы сначала поедете с Ордой на ужин, потом поедете на премьеру. Да, почему не поехать? А господин Демир знает об этом. Я у него спрашиваю о его планах. Клянусь, в этот вечер господин Демир вернется домой. Конечно. Вместо того, чтобы вернуться домой, он пытается не дать мне выйти из дома. Он попросил для сегодняшней вашей презентации виды заведений. Какая презентация? Еще же рисовка не кончилась. Знаю. Итак, Селин, забудь сегодня вечером про ужин, премьеру и кино. Демир решил все за тебя. Я могу взять попкорна? Бери, бери. Начальники вне офиса и про меня снова забыли. Вы говорите про господина Бурака? Нет, он поехал на встречу с клиентом. Мне теперь радоваться тому, что Демир пошел на обед с ведьмой Эйлюль, и Бурак не с ними. Боже, господин Ферух, вы так приревновали господина Бурака к этой женщине. Даже Селин не так ревнует господина Демира. Нет, душа моя, зачем мне ревновать? Это всего лишь деловой обед. Значит, им нужно поговорить насчет работы. Они начальники. Они обсуждают дела, связанные с компанией. Нет, не так. Я все замечаю. С тех пор, как пришла эта женщина, Бурак мне даже в лицо не смотрит. К тому же, будто бы госпожа Илюль смотрела за планом только производства. Но, несмотря на это, она ковыряется во всех финансовых досье. Айда, можешь прислать мне детали галереи? Нужно поработать, потому что у меня сегодня программа. Возьми, ешь попкорн. Господин Йылдырым не захотел с тобой говорить до этого времени. Откуда ты знаешь, что он сейчас захочет с тобой говорить? Человек сейчас зол. Все может стать еще хуже. Я думаю, смогу ли я решить проблему, не продавая доли с векселей. Эйлюль. И почему вы с Бураком против того, чтобы я встретился с господином Йылдырымом? Потому что это не тот человек, с которым ты можешь уладить все, поговорив. Откуда ты знаешь? Познакомилась? Слушай, Демир, я тоже, как и ты, хочу, чтобы все это разрешилось быстро. Но дело касается дочери этого человека. Что бы мы ни сделали, на нас это отразится не так. Когда я познакомился с Алярой, передо мной была девушка, которая помогала беспризорным детям. Девушка, которая отказалась от всех возможностей отца из-за того, что была обижена на него. Не могу понять, как из-под маски вышла такая девушка. Я в первый раз в своей жизни так ошибаюсь насчет женщины. Во второй раз. Почему вы утром перешли по отдельности, Селин? А по-твоему? Я буду держать свое слово, Демир. Но это займет время. За все это время, каждый раз, когда нам нужно будет поговорить о работе, мы будем выходить за пределы офиса, если понадобится, да? Нет пользы от того, что мы будем маячить перед глазами Селин и нервировать ее. Мы сейчас обедаем, а Селин это знает. Если ты и вне работы будешь не с ней, то она начнет чувствовать себя одиноко. Спасибо за советы, Эйлюль. Но оставь их для своих отношений. Я сейчас поеду кое-куда. Ты сама сможешь уехать в офис? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Госпожа Селин, ваши рекомендации насчет презентации галереи готовы? Готовы, господин Демир.
Но будет лучше, если мы скорее начнем. Вы знаете, у меня планы на сегодняшний вечер. Позвоните и отмените планы, чтобы не было некрасиво перед вашим другом. Не нужно, потому что мои идеи очень хороши. За полчаса мы закончим дела. Но вы знаете, мне очень трудно найти то, что мне понравится. Эти вам понравятся. Господин Демир, я могу остаться. Если вам нужна помощь для завтрашней презентации, спасибо, госпожа Мерве. Вы с госпожой Айдой можете выйти. Но, господин Демир, я же должна была остаться. Должна была внести изменения в зарисовках, о которых мы говорили. Не нужно, завтра я только представлю внутреннее заведение. А над этим мы будем работать вместе с госпожой Селин. Вы можете идти. Ты можешь остаться, Айда? Если у нас будет больше ревизии, то перенесешь на компьютер. Так мы быстрее закончим. Иди, Айда. Завтра будет трудный день для тебя, отдохнешь. Останься, Айда. Будешь идеи подавать. А значит, вы не так уверены в своих идеях, госпожа Селин? Уверена? Тогда ты можешь идти, Айда. Доброго вечера. Девочки, мы выходим, Селин. Забудь ты уже про премьеру и Орду. Приказ пришел свыше. Он специально делает, вы видите. Он создает проблемы, чтобы я отменила свои планы. Но так не пойдет. Я и так вижу своего друга раз в 40 лет. Никто не может задержать меня. Подруга, удачи. И если что-то понадобится, не понадобится. А если понадобится, господин Демир тут же поможет. Мерве, я и так зла. Хорошо, хорошо, мы ушли. Вы поработайте хорошенько. Демир. И домой не идешь. И мне работу даешь, чтобы я домой не ушла. Что это за неуравновешенность? Я думаю сохранить во внутреннем дизайне галереи оставшиеся от склада горизонтальные и вертикальные черты. Когда мы поделим эти в виде коридоров, намного легче будет дальше двигаться. Демир, ты слушаешь меня? Конечно же, слушаю. Хорошо, о чем я тебе только что рассказывала? Ты рассказывала о горизонтальных и вертикальных чертах. Ты даже не посмотрел на зарисовки. Верно, не смотрел, но сейчас посмотрю. Алло, Арда? Я еще не смогла выйти из офиса. Давай отменим ужин. Хорошо. Во сколько премьера? А, хорошо, на нее я успею. Ты кинь мне адрес, поеду прямо туда. Хорошо, договорились. Хорошо, увидимся. Попусту планируешь программу. Мы тут работаем. И пока твои мысли в другом месте, мы не сможем закончить. Если мы вернемся к теме, закончим. Ты смог посмотреть на зарисовки? Да, посмотрел. Что у нас еще есть на руках? В этом досье есть еще 2 разных рисунка. Вот здесь будет фойе. Ты что думаешь об этом? Я подумала об... О чем? Это... Я сказала тебе, давай поживем вдали друг от друга. Ты переехал из дома. Раз так, то мы должны сохранять дистанцию в офисе. Я тоже так думал, но увидел, что ты в офисе с другими мужчинами флиртуешь.
И захотел напомнить тебе, что у тебя есть парень. Ты вчера бросил свою возлюбленную. Уехал из дома, а не бросил тебя. И то на какое-то время. Хорошо, сначала из дома уедешь, потом из Стамбула. Уехал Демир Эрендиль. А я буду сидеть и ждать этого дня. То есть ты говоришь, что не сможешь ждать и будешь флиртовать с другими, так? Я ни с кем не флиртовала. А ты с бывшей невестой обедать идешь, я тебе что-то говорю? Скажи. Пожалуйста, скажи. Говори, что хочешь. Давай, говори. Демир, я не хочу ничего говорить. Давай, пожалуйста, смотреть на эти рисунки. Хорошо, посмотрим. Хорошо, эти неплохие. Если ты устала, я могу тебя подвезти домой. Хорошо, у меня будет время, чтобы подготовиться для премьеры. Значит, ты не устала? Тогда будем думать, что это эскизы. И для завтрашней презентации ты что-нибудь нарисуешь. Как это? Тебе только что понравились мои идеи? Да, понравились. Но я знаю, что ты можешь лучше. Просто из-за того, что твои мысли не тут, ты не можешь найти идею. Нет, мои мысли не в другом месте. Я сконцентрирована полностью. Хорошо, тогда продолжай работать. А я закажу нам поесть. Ты очень плохой. Ну как, вам понравилась еда, девочки? Очень вкусно получилось, здоровья вашим рукам. Теперь вы будете эту вкусную еду готовить для мастера Мухарема. Да? Ну каково быть помолвленной? Вам пошло на пользу, вы стали красивее. Правда? Вы начали подготовки? Будет отлично, если сделать летнюю свадьбу. Нет, они не будут столько ждать. Через 2 недели можно будет обручиться. А потом свадьба. Да, зачем тянуть? А мы оденемся нарядно. Да, и танцевать будем. Невеста наша, жених ваш. Лейла, Лейла. Что за свадьба? Всего лишь венчание. Все начали про свадьбу. Разве я в состоянии играть свадьбу? Очень плохо получилось. Я что-то плохое сказала. Почему она разозлилась, я тоже не поняла. Я поняла. Они же сейчас готовятся к браку. Наверное, испытывают стресс. Хочет выйти замуж всего лишь одним сухим венчанием. Она, будучи молодой девушкой, мечтала о свадьбе. Вытаскивает свадебное платье моей мамы, смотрит. А сейчас думает, что же скажут окружающие, ничего не хочет. Знаю, это останется в моей сестре. Но мы же можем заставить, если она не хочет. Она пропускает самые веселые в период женитьбы. Да, я тоже пропустила все это. И сейчас вот в таком состоянии. Даже не поняла, вышла я замуж или нет. Нет. Нам нужно привлечь госпожу Лейлу к этим подготовкам к свадьбе. Давайте соберемся, поговорим. И Селин позвоним. Она не придет, ее смена. Да, они работают с господином Демиром. А оттуда домой поедут, наверное. Но пусть Селин придет. И таким образом, может быть, она все-таки захочет свадьбу. Я не поняла мысли этой девушки о браке. И еще я проверю ее таким образом. Поверьте, сейчас совсем не время. Почему? Она устала, и пусть поедет домой и отдохнет. Не будем звонить. Ну что будет, а? Позвоните, не умрете.
Пропустила фильм, ты счастлив? О чем она думает? Я тебя возьму в кино. Это не одно и то же. Я не смогла пойти на гала-вечер. Актер и режиссер там должны были быть. Господи, с Ардой покончили? Теперь с актерами будешь флиртовать, да? Не вмешивай Арду. Как будто я с каждым встречным флиртую. И вообще, мне нравится парень в главных ролях. Я хотела увидеть его, что в этом такого? Нет, ну что будет, если ты вблизи его увидишь? И вообще, они выглядят не так, как в своих фильмах. Господи, судя по тому, как ты говоришь, значит, ты флиртовал с кем-то. Демир. 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 Кто эта женщина? Как это? Кто эта женщина? Какая женщина, Селин? Та кинозвезда, с которой ты флиртовал. Тебя здесь вообще не было. Или это японка? Это была в Японии. Кто это был? Пожалуйста, Демир, скажи. Почему ты улыбаешься? Я угадала, да? Угадала. Либо фамилия, либо имя. Говори. Ты сначала скажи, кто такой Арда. Я же сказала, друг с лицея. Конечно, с лицея. Синопа. А твои родители были его второй семьей. Посмотри на эти слова. Расслабленный. А твои увидели в нем идеального кандидата в женихи, дали ему адрес офиса и отправили его сюда. Посмотри на меня. Или это был тот парень, который приходил свататься к тебе? Я вообще не буду говорить на эту тему. Скажи мне, сколько у тебя еще дел осталось? Зачем? Вы после галы встретитесь? Демир. Хорошо. После того, как поешь, если сделаешь изменения, которые я хочу в фойе, то наши дела заканчиваются. Хорошо, пусть будет так. Поняла. Хорошо. Если поняла, решишь быстро. Куда ты идешь? Мыть руки. Прыжки самолета. Флирты с кинозвездами. Какую жизнь ты вел до меня, не поняла. Потом ты идешь, зацикливаешься на Арде. Алло, Айда? Селин, мы с девочками скоро пойдем к тете Фирузе, чтобы поговорить о подготовке к свадьбе. Нет, нет, ко мне не приходите. Останьтесь у меня. Если сегодня останусь одна, сойду с ума. Когда буду ехать домой, отправлю вам сообщение, хорошо? Хорошо. Хорошо, давай целую. Меня оставляет одну и путает меня некоторыми намеками. Если ты думаешь, что я пойду домой и всю ночь буду думать о твоих бывших, ты ошибаешься, Демир Эрендиль. Пока с Элюли не закончили, японка потом приедет из Японии, говоря «Коничева, аригато казимас». А потом Селин придет в бешенство, сойдет с ума. Я это... Для презентации репетировала, поэтому говорила громко. Не утруждай себя, Селин. Сделай изменения, где я просил, и я отвезу тебя домой, хорошо? Ты в такое время спортом занимаешься? Да. Мне нужно развеять мысли. Как будто вместо груши представляешь меня. Нет. Зачем мне такое делать? Из-за причины, по которой ты холодно относишься ко мне. А я не отношусь к тебе холодно. Я такой человек. Не могу ни с кем так сближаться. Мы оба знаем, что это не так.
Чего ты от меня хочешь? Чтобы ты вернулась к началу в теме об Аляре. Ты зла на меня. Для тебя показалось мерзким то, что я манипулировал чувствами женщины. И такое ощущение, что ты сейчас хочешь ударить меня. Конечно, и во времена, когда не относилась ко мне холодно, да, я разозлилась. И еще разозлилась из-за того, что за твоими поступками скрывался план навредить Демиру. Но я не делал это специально. Я просто не подумал, что дойдет до такого. Я такой, Эйлюль. Я делаю то, что спасет именно в тот момент. Из-за того, что я не такой умный, как ты будешь плохо относиться ко мне. Я просто пытаюсь управлять этим кораблем. Прекрати свою вражду с Демиром. Хорошо, я попробую. Я попробую. Но это не так уже легко. Вы опять оставите меня на середине, да? Причина этого гнева не связана с работой, да? Ты запуталась. Потому что Демир и Селин сейчас в ссоре. И ты увидела возможность, не вздумай, продолжать. Мы плохие люди, Стамбул. Я узнал женщину, которая кричала это с воодушевлением. Очень красивая женщина. Очень смелая. Держись за нее. И больше ничего. Во сколько завтра презентация? Утром. Кстати, спасибо. Дизайн очень красивый. Не стоит, это наша работа. И что ты сейчас будешь делать? Если Ведат не уснул, мы что-нибудь посмотрим. Хорошо. Передавай привет. Хорошо. А ты что будешь делать? Девочки придут. Тетя Лейла и остальные. Значит, новая программа? Мне пришлось придумать новую, потому что вы испортили предыдущую. Отлично. Пусть приходит. Они знают, что я ушел из дома. Только Айда и Мерве. Я понял. Давай, заходи. Хорошо, я зайду, когда ты пойдешь. Очень странно, что ты дошел до двери, но не зайдешь в дом. Вообще-то нет. Это твой дом? Нет. Я на твоих глазах разорвала соглашение. Это все еще и твой дом. И он более особенный для тебя. Это ты должен остаться, а я уйти. Да, он особенный для меня. Потому что ты в нем. Давай заходи, иначе замерзнешь. Мы и так увидимся завтра. Передавай привет Чичи и Сакис. И остальным тоже. Передам. Спокойной ночи. Спокойной ночи, любимая. Посмотрим фильм. Ужастик. Можно. Попкорн тоже сделаем. Сделаем. Ты выбери фильм. А я приготовлю попкорн и приду. Тебя нет, но есть твой голос, Демир. Разве это значит держаться подальше? Раз так, то и сам. Будь немного сильной, подруга. Будь немного сильной. Демир. Демир. Ты ждала Демира?
Нет, он просто только что вышел, подумал, что-то забыл. Не стойте, проходите. Вы так поздно ушли с работы. Еще мы пришли к тебе, когда ты уставшая. Правильно сделали, проходите. Давай. Здравствуйте. Знаешь, я скучала по этому дому. Что-то изменилось? Да? Смотри, они опять поменяли. Смотри, фотографий здесь не было. Селин, ты нас собрала здесь? Но, может, не будем оставаться на ночь? Не будем беспокоить господина Демира? Поговорим, потом разойдемся по домам. Нет, он сегодня не придет. Супер. Что значит не придет? Почему не придет? Он пойдет к Видату. Они решили посидеть в мужской компании. Точно, точно. Я говорила с Эбо, он сказал, что будем здесь до поздней ночи. А потом ляжем здесь спать. Превосходно. Хорошо, тогда у нас полно времени. Пойдемте, девочки. Давайте, давайте. Девочки, клянусь, вы все очень милые. Но свадьба и собрание – это все для молодежи. Это совсем не мое. То есть, знаете это. Не нужно настаивать, я точно решила. Хорошо, тетя Лейла, ты невеста. Будет так, как захочет невеста. Я тоже принесла вот это. Я купила много таких, когда планировала свадьбу с Барой. А потом это осталось у меня. Я принесла, чтобы посмотрели. Ладно, я в порядке. Боже мой. Значит, не судьба? Что поделать? Мерве, моя красавица. Я тоже сидела и годами говорила, что мне не судьба выйти замуж. Но смотри, ты принесла мне все это и показываешь, не так ли? Жизнь приносит для человека самые неизвестные и прекрасные вещи. Не переживай, дочка. Конечно, это так, конечно. Покажи мне что-нибудь из этого. Но послушайте, мы смотрим ради веселья. Никто не будет настаивать на свадьбе, хорошо? Хорошо. Хорошо, я поставлю чайник. А я принесла это к чаю. Как здорово. Давай посмотрим. Ну как, красиво? Очень красиво. Дорогая. Смотри, смотри. Как обстоят дела? Проходит очень опасная операция. Тетя Лейла, которая не хочет проводить свадьбу, в конце вечера захочет устроить праздник во дворце. Потому что посмотрела свадебные журналы? Подруга, ты знаешь, скольких подруг мы потеряли? Когда люди начинают готовиться к свадьбе, с ними происходит что-то странное. Они очень сильно увлекаются этим. Да ладно, вот увидишь. Что ты принесла? Клянусь. Я обожаю это. Знаю. Если ты замерз, то пойдем домой? Нет, Видат. Так хорошо. Свежий воздух пошел на пользу. Как дела, Селин? Бывает, что скучаешь. Бывает, что забываешь обиду. Есть что-то такое. Скучает, но не настолько, что все забыть. Она смотрит мне в глаза, но если я вернусь домой, она сразу же начнет убегать к Айде и Мерве. И я сойду с ума, пока буду ждать, когда у нее все наладится. Парень, ты тут докучаешь мне. А что ей делать? Одной в большом доме? Она строит планы, чтобы не оставаться одной. То фильмы, то гала. Сегодня вечером девочки должны были прийти. То есть она не одна. Добрый вечер. Можно? Проходи, юноша, проходи. Садись. Добро пожаловать, Ибо. Рад видеть, брат. Я зашел на пару минут в Хэппи Пай, у меня голова разболелась от разговора о женитьбе. Конечно. Разговоры начнутся со свадьбы госпожи Лейлы, потом перейдут на всех нас. Они положили перед собой свадебные журналы и спрашивают, какое из них красивое. Еще им нужно мнение мужчины. Мое. Можешь себе представить? Мое. Что я понимаю, брат?
Тебя беспокоит то, что ты ничего не понимаешь? Или потому что не хочешь говорить на эту тему, Ибо? Меня это полностью беспокоит, брат. Потому что я совсем не готов к таким разговорам. Вообще-то еще очень рано. Очень рано. Кстати, когда ты решил жениться на невестке, брат? Парень, не впутывай меня. А ты что думаешь, брат? Меня тем более не впутывайте. А с кем я тогда буду говорить об этом? А ты как думаешь? Подумай. Конечно же, обсудишь с Айдой, Ибо. Можно подумать, ты сделаешь предложение мне. Постойте, брат, я никому не буду делать предложение руки и сердца. Не будешь, не будешь. Мы увидим. Парень, мы видели много таких вроде тебя. Каждый следующий берет цветы и бежит просить руки девушки. А потом все танцуют халай по очереди. Правда? Не переживай. Чай? Можно. Подожди, принесу. Это очень красивое место. Посмотрите, настоящее место для свадьбы в поле, посмотрите. Посмотрите. И правда очень красивое. Как бы было здорово устроить свадьбу в поле весной. Не так ли? Зачем тесниться в зале? Человек должен свободно жениться. Конечно, мастер Мухаррем приготовит гриль. Вкусно. На пляже тоже было бы красиво. Посмотрите. Все бы надели белое, разве это не мило? И правда, было бы очень здорово. Более того, проигрывают видео. Они подготавливают видео из фотографий пары. Это все можно сделать. Разве может быть иначе? Передаешь организацию компании, украшения, торт, фотографии. Они все делают. Тогда это легко. Конечно, легко. Все не так страшно, как ты себе представляешь. Посмотри, Фирузе. Здесь есть невеста, моя ровесница. Видишь, свадьба для невест постарше. Тогда все можно сделать, да? Конечно, можно. И будет очень даже хорошо. Моей сестре такое подойдет. Тогда остается выбрать свадебное платье. Нет, это нельзя. Но, тетя Лейла, на свадьбу же нельзя идти без свадебного платья. Да не думайте, что все так, как раньше. Теперь есть разные модели платьев. У меня превосходная идея. Я сейчас. Я схожу в туалет. А змея? На что смотришь? На комнату господина Демира? Почему эта комната пустая? Потому что Демир захотел переделать комнату, поэтому убрал некоторые вещи. А это гардеробная? А змея? Посмотри на это. Чего ты кричишь? Напугала меня. Посмотри. Разве оно не прекрасно? Это свадебное платье мамы, тети Лейлы. Может, если мы кое-что переделаем, то убедим тетю Лейлу надеть свадебное платье. Что скажешь? Думаешь, получится? Конечно, сделаем. Не переживай, это дело за мной. Давай сюда платье.
А вот и самая главная часть нашей свадьбы. Это же свадебное платье моей мамы. Я принесла его Селин, знаете, чтобы Мерве надела на свою свадьбу. Правда. Очень красивая. Большое спасибо. Вы продумали все, но... Конечно же, оно имеет большое значение для вас. Не так ли? Кто хочет, а кому-то суждено получить. Свадебное платье бродило, нашло свою хозяйку. Оно столько лет лежало в твоем сундуке. И если ты наденешь его, будет правильней всего. Но я не влезу в него. Мы сошьем для вас новое платье. И добавим туда части этого платья. Более того, можем сделать фату из этого платья. Или оторвем кружево и добавим к юбке. Получится так, словно наша мама будет с нами на свадьбе. Ты ведь этого хочешь? Конечно, хочу. Клянусь, хочу. Все будет идеально, не так ли, девочки? И ночь хны, и поход в баню с невестой, мы все сделаем. Да? Я очень счастлива. Спустя столько лет. Знаете, я не думала, что буду так счастлива. Желаю вам всем этого же. Всем вам. Сидят, и перед ними многослойные торты, глупые украшения, некрасивые приглашения. Они обсуждают Магнита, который завтра выбросят в мусор. Эти девушки дизайнеры, Ибо. Если они обсуждают, то только самое лучшее, ты не переживай. Они желают того же Айде. Я очень переживаю из-за того, когда они поднимут эту тему. Парень, я говорил тебе, чтобы ты узнал ее мнение о свадьбе. Ты не поговорил с Айдой, да? Брат, я пытаюсь закрыть тему, а ты пытаешься открыть ее. Слишком рано, еще слишком рано. Если справимся сегодняшним вечером, то, может, это влияние пройдет через пару дней. Что ты за человек? Я просто обожаю таких парней. Парень, разве она осталась только для тебя? Ей достаточно только помахать рукой. Не считайте себя такими важными, сильными. Да и ты тоже. Я не хочу сейчас, брат. Только поэтому... Иначе, когда буду в вашем возрасте... Демир? Этот юноша начал говорить в вашем возрасте. Эти слова были не про тебя. Ты уже все сделал, сидишь, ждешь своей очереди, ждешь, когда вернешься к хорошему. Кажется, эти слова мне? Не так. Это по поводу того, как с вашей точки видится женитьба. Ах, Ибо. Неправильные браки очень обижают человека, Ибо. Особенно детей. Я видел, как два любящих человека не могли вынести одну жизнь. Поэтому лучше всего подождать. И меня заставили тосковать. Я иду делать кофе, когда вернусь. Пусть эта тема будет закрыта, пожалуйста. Смотри, пожалуйста. Не любит говорить о таком. Я думала, что Азмия не уйдет. Хорошо, что она ушла с госпожой Фирузе. Пусть не слышит, иначе убьет тебя. Девочка, думаешь, легко скрывать то, что господин Демир ушел? Я так боялась, что это у меня вылетит. Селин, ты забыла это у меня. Ай да, ты тоже. Что такое, Мерве? Она привыкла видеть господина Демира каждое утро, когда не видит, очень странные ощущения испытывает. Пусть хотя бы на фотографию смотрит. Девочки, вы идете мне на пользу. Я бы не выдержала сегодня вечером, если бы не вы. На самом деле, хорошо, что Демир ушел. Но дом внезапно опустел.
Я помню все то, что мы пережили. Эти звуки такие настоящие, кажется, что я схожу с ума. Пройдет, подруга, пройдет. Мы все переживем вместе. Господин Демир, за один день я смог достать только данную информацию. Все фирмы, с которыми связана Эйлюль Гюндезели, тут? Да, все, что я нашел. До этого она была советником 4 крупных фирм в Стамбуле. Хорошо, а места, куда ходил Бурак Янгиаль в последний раз? С кем был на совещании последней недели, вы узнали? Все клиенты, также они с госпожой Эйлюль, были на совещании у вашего старого клиента, Йылдырым Агилити. Понял. Мне продолжать расследование? Спасибо. Данной информации достаточно. Хорошо, господин Демир, доброго вам дня. Доброго дня. Ай, да, всю ночь пинала меня, вся синяя из-за тебя. Мерве, а ты всю ночь крутилась, я тебе говорю что-то. Потому что мы не спали в зале. Вот бы я спустилась вниз, поместилась бы на диване. Не отнекивайтесь, этой ночью вы тоже у меня. Хорошо, немного мало места, но я не видела кошмаров и спокойно спала, пока вы были рядом. Если не получится, палатку в зале построим. Селин, через время тебе придется остаться одной. Это время еще не настало. Ты откажешься от идеи остаться вдали, Селин. Не знаю, скажи, что не хочешь оставаться одной. Что не пошло на пользу, что ошиблась, что скучаешь. Попроси вернуться. Господин Демир сразу вернется. Не смогу. Пока мы рядом, я съем и себя, и Демира. Вчера они пошли обедать. Может быть, это нормально, 2 руководителя могут выйти на обед. Не так ли? Но вот я застреваю в этом. Не в моих руках. Селин, тут нечего ревновать. Это чувство не слушает никакую логику, Айда. Девочка никогда столько не следила за собой, сейчас и волосы, и макияж. Слишком, Айда. Стереть? Нет, нет, сотру. Нет, Селина очень красиво. Мерве, постой, ради бога. Селин, подруга, этот человек влюблен в тебя. Все, конец. Не думай об остальном, пожалуйста. Эйлюль хочет уехать, чтобы мне было лучше, но она не может пока не исправить положение в Артемим. Я нуждаюсь в Демире, тоже не могу уйти. И оставить Артемин в таком положении не могу. Вот тебе безвыходность. Но это не то, что можно уладить, держась подальше от господина Демира, Селин. Селин, ты не давай постоянно господину Демиру сигнал, между тобой и Эйлюль еще не все кончено. Этого достаточно. Хорошо? Ты так делаешь, не замечая этого. Не делаю. Не делаю. Вот, место тут. Господин Мухаррем, раньше тут был летний замок, и сейчас проводятся шикарные свадьбы. Место, которое подходит для моей сестры. Впервые выходит замуж моя сестра, все лучшее пусть будет. Не так ли, господин Мухаррем? Конечно. Смотрите, на этом бассейне показывают то, как танцуют фонтаны. Мы думаем, что была живая музыка. Есть группа, которая поет старые песни. Как хотите. Всем гостям хотим снять 5 комнат. Сами знаете. Господин Мухаррем, мы не вынуждены на все соглашаться. Вы тоже можете предлагать свои идеи. Госпожа Лейла, самое главное для меня, чтобы вы были счастливы. Я ради этого сделаю все, что в моих руках. Сладкое, возьмите документы. Постой, я подойду. Хорошо.
Бусинка, уладим эти дела вместе. Айда. Демир отправил тебе образцы галереи. Супер. Когда? Сейчас отправил сообщение. Тебе не сказал, что едет на совещание? Нет. Хорошо вышло, хорошо? Он поднял цену в 2 раза. Это прекрасная новость, Бурак. Лишь бы и нам сказал. Но снова сделал то, что он посчитал нужным. Селин, соберем дела, что у нас есть. Потому что будем работать для галереи. Я закончила рисунки. Мы вчера остались с господином Демиром, поработали. Мы подготовили 2 альтернативы. Значит, одна понравилась. Почему я не знаю об этом? Всем доброе утро. Доброе утро, господин Демир. Доброе утро. Доброе утро. Демир. Можем немного поговорить? Потом. Госпожа Селин, можете подойти ко мне в кабинет на 2 минуты? Конечно. Бурак, ты ведь не сделаешь из этого проблему, да? Он взял дело. Хорошо вышло. Ты взял дело, поздравляю. Ты заслуживаешь поздравлений. Им очень понравилось. Здоровья твоим рукам. Отлично. Я рада, что пошло на пользу. Ты завтракала? Да, с девочками позавтракали. Они ночью остались у тебя? Да. Отлично. Пила кофе? Пила. А ты? Выпил на побережье. Там, куда мы постоянно ходим. Похолодало. Там уже дует. Побережье ведь. Да, дует. Я замерз немного, но пошло на пользу. Будь осторожен, Демир, если заболеешь. Есть Видат, он за тобой присмотрит. Если нет планов на обед, мне нужно работать. Я сегодня не выйду кушать. Хорошо. Ладно, потом поговорим. Еще и слишком красивая, будто специально. Будто не так сложно держаться подальше друг от друга. Наверное, теперь у тебя есть 2 минуты, раз ты отправил свою возлюбленную. Правильно разговаривай, Бурак. А ты относись правильно. Ты можешь мне сообщить как минимум, что будешь работать с моей сотрудницей. Я пытаюсь работать за 2 фирмы вместо тебя. У меня нет терпения возиться своими детскими капризами. У работы тоже есть свой порядок. Как минимум сообщают и спрашивают, расскажут, что дело у нас. Если ты перестал ныть, то можешь идти, Бурак. У меня есть дела, и я не могу терять время на это. В чем твоя проблема? Ты встал не с той ноги или же пытаешься меня разозлить? Это ты злишь меня тем, что занимаешься глупыми играми. Сиди, занимайся делами. Тут 2 фирмы, Демир. Ты не можешь командовать. 2 фирмы, подниму я, в ближайшее время. Хватит нести бред. Ты обанкротил Артемим. Твои ошибки. Что вы делаете? Вас слышно снаружи. Люди оставили работу, сидят, слушают вас. В чем ваша проблема? Вы сошли с ума? Я сегодня утром смотрел список фирм, с которыми ты работала. 4 огромные фирмы в Стамбуле. Я хочу их всех в качестве клиентов. Иди займись этим, убеди их, чтобы отныне они работали с нами. Я и так с некоторыми поговорила. Делаю все, что в моих руках. Мне не помогает то, что в твоих руках, Эйлюль. Делай еще больше, будь более убедительной. Тебе не стоит с кем-то советоваться. Пусть каждый пойдет и урует дело. Пусть каждый придет, скажет, что взял какое-то дело. В такой-то период мы закончим, такая-то цена. На этой фирме больше слов, чем дела. Будь осторожен, Демир. Перед тобой не сотрудники стоят. Не выделывайся передо мной благодаря позиции, которую насильно урвал у отца. Если фирма обанкротится, никакого руководства не останется. Идите, найдите решение, благодаря которому мы спасем фирму. Бурак. Хорошо, давай. Давай. Законное решение. Смотри, ты не обязана этого делать. Ты не обязана давать Илдериму этот конверт, Эйлюль. Если ты хочешь избавиться от налога, я должна положить в карман господину Илдериму этот конверт.
Это самый короткий и точный путь. К тому же, ты разве не для этого сделал эти фотографии? Бурак, хорошо. Сейчас не место. Давай, выходи. А ты попытайся быть немного спокойнее, пожалуйста. О чем вы говорили с господином Йылдырымом, что дела дошли до этого, Эйлюль? Мы... Чтобы он убрал налог. Если ты будешь проворачивать дела с этим человеком и наткнешься на проблемы, я не буду тебя защищать, Эйлюль. Нет ничего такого. Закроешь дверь, когда будешь выходить. Госпожа Лейла, с вашего позволения, дела ждут меня. Позволяю, господин. Вы встаете? Садитесь, садитесь. Я займу 2 минуты вашего времени. Вы обсудили, где будете жить после свадьбы? О чем тут говорить, Фирузе? Поселимся в одной из комнат на вилле. Госпожа Лейла, может, обсудим эту тему наедине? Уже сейчас меня откидываете. Конечно, когда вы поженитесь, будете закрывать двери и сидеть. Фирузе вас волновать не будет. Конечно, конечно, я поняла. Конечно. Хорошо, хорошо. Ради бога, господин Мухаррем, разве так можно? Что я сейчас сказал? Сказал, что поговорили. Как, ты в порядке? Нет. Хорошо, ты понял, что не стоит быть друзьями с Демиром и Эйлюль. Какая еще дружба, Фирух? Это так. Ты не видишь, какие они циничные люди. Они будто из одной ткани сделаны. Пользуются человеком, потом выкидывают. Что мы только с тобой не пережили, но до такого не докатились. Жаль. Фирух, замолчи уже. Сейчас я не смогу терпеть твои капризы. Ты мне скажи, ты говорил с людьми? Говорил. Потихоньку будут пускать новости. Отлично. Только вот мы выпустим эти новости касательно господина Демира, но... Разве мы не стреляем по своим же ногам? Это не только ту сторону заденет. Наша сторона тоже пострадает. Да, не пострадает. Когда на совете руководителя эту тему поднимут, все будет показывать на Демира Эрендиля. Не получаются эти дела криками, руганью, нравоучениями. Посмотрим, он также будет возвышать себя, когда уйдут из фирмы. Вот так. Старый Бурак вернулся. Что это было при Эйлюль, как котенок мяукал? Не вмешивай, Эйлюль. Слышал? Имя Эйлюль не будет задействовано вообще нигде. Что это за Эйлюль пришла, сразу получила неприкосновенность? Фирух. Хорошо, хорошо, молчу. Господин Демир, вы выходите? Иду на совещание, потом не вернусь. Хорошего совещания. Айда, до завтра, пусть ревизия галереи будет закончена. Хорошо, господин Демир. Господин Демир, есть просьбы ко мне? Нет, госпожа Селин. Эйлюль, ты сделала то, что я у тебя просил? На завтра организовала 2 совещания по твоей программе. Хорошо, детали обсудим потом. Мне сейчас нужно идти. Я опаздываю.
Сладкая моя, ты слишком остро отреагировала. Человек разве может забыть о сестре после свадьбы? Не знаю. Я не смогу жить на этой огромной вилле одна. Привет, дамы. Ибо, добро пожаловать. Добро пожаловать, господин Ибрагим. Спасибо. Как дела, Ибо? Хорошо, твои? Хорошо. Добро пожаловать. Дамы, позвольте нам 10 минут. Конечно, сладкая. Ибо, пройдем с тобой сюда. Прошу, любимый. Ты соскучилась по мне или у тебя проблемы? Конечно же, я соскучилась по тебе. Ибо я у тебя кое-что спрошу. Смотри, господина Демира мы оба узнали и очень полюбили. Но наша подруга Селин... После любой ошибки господина Демира, я постоянно говорю Селин, что господин Демир так не смог поступить, что он не мог так сказать. Но я на самом деле... Я нехорошо знаю господина Демира. Ты знаешь лучше. Часто видитесь. Ты постоянно видишься с его лучшим другом. Что в голове господина Демира? О чем думает? Они снова поссорились. Ай да, я не хочу вмешиваться. Пожалуйста, не вмешивай меня. Ибо знаю, я бы тебе не рассказала, но на этот раз все по-другому. Они будто расстались. Если в конце этого всего Селин расстроится, то я не хочу внушать ей хорошее касательно господина Демира. Ты должен был почувствовать. Если в голове господина Демира есть вопросы или же сомнения по поводу госпожи Эйлюль... Эйлюль? Кто такая Эйлюль? Ты не знаешь. Хорошо. Тогда я спрошу так. Что думает господин Демир о Селин? Столько мест вы посетили, точно обсуждали это. Что говорит о Селин? Единственная моя. Мы не обсуждали в тот день Селин. Если ты вспомнишь, что я знакомил тебя с Мюге, мы говорили об этом. Что? Ибо ты рассказал моему начальнику о наших с тобой личных проблемах. Ты жаловался на меня моему начальнику. Сплетничаешь с ним? Нет, не так единственное. Разве такое может быть? Что сказал? Айда преувеличивает по поводу Мюге? Сказал, что я капризничаю. Эти почему ругаются? Почему они ругаются? Что снова сделал наш парень? Пусть только эти не начинают на нашу голову, и так возимся с господином Демиром и Селин. Что это значит? Что с господином Демиром и Селин? Нет, нет, ничего нет. Мы же возились с тем, чтобы помирить их. Тайные поклонники, цветы, подарки и прочее. Я об этом. Мы можем поговорить. Конечно, проходи. Хочешь кофе? Нет, я ненадолго. Присядь. Сегодня мои движения на работе тебя немного удивили. Нет, я особо не удивилась. Почему? На фирме есть проблемы, налог господина Йылдырыма нас уничтожает. Могут быть увольнения, и ты пытаешься помешать этому. Это уже все знают? Нет. Мне Эйлюль сказала. Эйлюль? Чтобы Эйлюль уехала, мне нужно восстановить все на фирме. Мы не смогли это сделать, потому что относились очень мягко, и я в том числе. Но больше нельзя терять время. Поэтому ты обратно вернул старого Демира. Безжалостного, жестокого, холодного. Того, кто думает лишь о работе. Сейчас на фирме мы нуждаемся в нем. И мне жаль, что ты стала свидетелем того, что случилось сегодня на фирме. Хорошо, раз ты так считаешь нужным, то пусть.
Я не вынужден быть таким Демиром рядом с тобой. Я тоже сотрудница этой фирмы. Раз ко всем будешь относиться так, то ко мне тоже отнесись. Но я не хочу. Селин, ты кого-то ждала? Да, тетя Лейла должна была прийти. Смотри, они не знают, что ты ушел из дома. Не порть, хорошо? Привет, Селин. Фирузе не сможет прийти, закроет Хэппи Пай. Пришли девочки. Господин Демир. Привет. Клянусь, тебя тоже оставили без места. Из-за нас ты не можешь быть спокоен у себя дома. Не обижайся. Неважно, я уже хотел выходить. Я очень расстроюсь, если ты уходишь из-за того, что пришла я. Нет, не поэтому. Мой друг меня ждет. Пусть ждет. Присядьте на 2 минуты, чтобы я хоть лицо твое видела. Хорошо, посижу немного. Как красиво. Мне тоже нравится. Красиво, да? Очень подошло. По-моему, тоже. Между господином Демиром и Селин проблемы? Смотрите, я чувствую очень странную энергетику. Говорите, иначе получите у меня. Нет. Какие проблемы? С чего ты взяла, Азмия? Из того, что чувствую, из того, что вижу. Что происходит? Рассказывайте. Азмия, подруга моя, ты присядь так. Пойдем, присядь. Присядь давай. Значит так. Ты знаешь, что в любых отношениях бывают небольшие проблемы. Посмотри на нас. Например, у меня с Ибо тоже проблемы. Но это очень неважные и ненужные вещи. Насколько неважные? Очень. Очень неважные. Тогда почему господина Демира нет дома? Почему Селин остается у вас? Раз это не важно, то почему они не видятся? Девочки, не настраивайтесь на вечер. Мы не едем к Селин. Демир дома. Лейла едет сюда. Да. Азмия, как видишь, все хорошо? Видишь, Азмия, никаких проблем нет. Слава богу. Иногда чувства могут быть обманчивы. Обманчивы. Очень обманчивы. Девочки пришли, кажется. Я тоже пойду. Как хорошо сидели, сынок. В следующий раз посидим дольше. Добрый вечер. Добрый вечер. Не обижайтесь, господин Демир, я беспокою в такой час. Услышал, что госпожа Лейла тут, поэтому приехал. Хорошо сделал мастер Мухарем, прошу. Проходи, садись. Добрый вечер, госпожа Лейла. Добрый вечер, господин Мухарем. Я заварю чай. Сейчас, господин Демир, вы нам не чужой, поэтому буду говорить при вас. Я прошу прощения у госпожи Лейлы, если обидел ее сегодня. По какому поводу?
По поводу того, в каком доме будем жить после свадьбы. Смотрите, господин Мухаррем, я тоже не хочу расстраивать вас по этому поводу. Но я не хочу, чтобы моя сестренка оставалась одна на этой огромной вилле. Вы каждый день будете вместе с госпожой Фирузе в кафе. У меня тоже есть дом. Зачем жить в другом месте? Говорю про огромную виллу, господин Мухаррем. Давайте жить вместе, свободно. Вы тоже сдадите дом в аренду и все? Госпожа Лейла, ноги и руки держат меня. Я работаю и зарабатываю деньги. Мы не будем нуждаться ни в чем, не переживайте. На что именно вы обиделись, ради бога? Я не обиделся, госпожа Лейла. Я сделал вам предложение, зная обо всем этом. Вы госпожа, которая выросла на вилле, училась во Франции, но я думал, что у вас доброе сердце, раз вы работаете в кафе. Очень обидно, господин Мухаррем. Хорошо, что больше не обижать. Мастер Мухаррем, давайте подышим воздухом с вами. Пойдемте, прошу. Тетя Лейла, я тебе дам сладкого. У тебя нервы расшатаны. Пойдем. Пойдем, пойдем. Прошу, присядем так. Внутри давление немного поднялось, но это уладится. Лучше не преувеличивать. Пей, пей, чтоб сахар восстановился. Спасибо, дочка. Я до сегодняшнего дня ни на кого не смотрела свысока. Никто со мной не может так говорить. Тетя Лейла, эта тема зашла совсем не туда. Да, так. В таком возрасте я не выдерживаю таких разговоров. Но разве стоит из-за дома так обижать друг друга? Какая разница, где жить? Посмотри на нас с Демиром. Мы можем жить хоть где, главное вместе. Даже в сеновале. Тема зашла совсем в ненужное место. Но какая разница, где жить, когда сердца бьются в такт? Если на бумаге я живу в своем доме, то на практике можно считать, что я живу в доме Селин. Потому что вы ровня, господин Демир. У вас другое положение. Вы ровня. Вы влюблены, конечно же. А мы? Я лишь искала плечо, на которое смогу положиться. Потом думала, что был моим душевным другом. Я виновата, что вилла осталась от отца? Нет, дорогая, разве это может быть виной? Он такого не говорил. Говорит так, будто это вина. Ладно, дочка. Вам тоже испортили настроение на ночь глядя. Нет, дорогая, разве такое может быть? Я лучше всего пойду. Клянусь, не будем еще хуже портить настроение друг другу. Хорошо. Я вышел в деревню, господин Демир. На мне был лишь пиджак. Я много работал, ни разу не жаловался. Создал себе порядок. Я не нуждаюсь ни в виллах, ни в деньгах, ни в показухе. Господин Мухаррем, внутри о таком не говорили. Попусту не обижайте друг друга. Пройдем, обсудим это внутри. Нет. И так я замучил вас, с вашего позволения. Ну что вы. Бывают такие недопонимания. Пусть все устаканится, и вы поговорите на трезвую голову. Доброй ночи. Доброй ночи. Мастер ушел? Ушел. Госпожа Лейла? Ушла. Что за ночь? Очень глупо, что люди обижают друг друга из-за такого.
Да, по-моему, тоже. Очень не к месту. Такая короткая жизнь. Живите вместе в одном доме. Что у вас за проблемы-то? Любите друг друга, будете вместе жить. Зачем создавать из этого проблемы расставаться? Бессмысленно. Правда. Говорит, как ей жить после всего в том доме? Что это значит, дорогая? Любящий человек останется. Но все же тяжело быть там, где его не жалуют. Такого ведь нет. Она лишь думает о сестренке. И все же, любящие люди не должны быть открыты к внешним факторам так сильно. В итоге у каждого своя жизнь. Да, это так, но тетя Лейла очень волнуется. Подумай, она будет жить с человеком в одном доме. Спустя столько лет будет делить с человеком одну кровать. Нормально, что она немного напряжена. Нужно быть понимающим. Ты говоришь, что дело не в доме. Нет, конечно, не в доме. Это не те люди, которые могут париться из-за этого. Тетя Лейла от напряжения и волнения не знает, что говорит. После того, как обнимутся и уснут, вилла это или дом, какая разница? На самом деле, они увидят точную проблему лишь тогда, когда отдалятся друг от друга. А если они будут скучать? Если будут, конечно же. Может, так будет проще? Тоска ничего не меняет на самом деле. Если надавит тоска на ее волнение, напряжение, на те мысли, что в ее голове, может, тогда... Сакис зовет меня, кажется. Пойду посмотрю, нуждается ли она во мне. Сакис. Что я наговорила? Что я наговорила? Будто я попросила у него остаться. Пусть останется. Конечно, пусть останется. А если он сейчас уйдет? Что будет, если он уйдет? Сакис, я не могу дышать, понимаешь? Демир. Демир, я подумала. Я тебя... Лучше всего я пойду, уже поздно. Нет, Демир, я не спросила у тебя, ты голоден? Ты голодна? Нет, будто. Я тоже не особо. Ты не возись. Меня Вида ждет. Демир, в холодильнике есть мороженое. Ты не будешь это есть. Фрукты? Селин. Хорошо, я нарежу фруктов, дам минералку еще, что скажешь? А потом съем себя за то, что ты пришел домой и тебя ничем не угостила. Не обнимал вату Демир Эрендиль. Раз ты принял свое прежнее обличие, то я приму. Эта война не закончится, пока один из нас не упадет. Селин, хочешь, я нарежу? Тогда я открою минералку. Боже, сломался. Выскользнул из рук. Демир, разве эта девушка не запуталась достаточно? Селин, не оставляй себя. Не делай. Эта девушка оставалась у своих подруг, чтобы держаться подальше от тебя. Ты разве не сама захотела быть вдали от этого человека? Это для тебя держаться подальше? Что изменилось?
Завтра разве не столкнется с этими же проблемами? Ты еще ничего не решил. А если завтра будет сложнее справляться с этими проблемами? Эти проблемы не настолько реальны, как то, что происходит сейчас. Почему тебя это не волнует? Ничего не волнует. Прошу прощения. Не уходи, Демир. Выходи, Демир. Сейчас же, иначе не сможешь уйти. Демир. Спокойной ночи. Бурак? Ты выпил? Biraz. Немного. Ты удивляешь меня. Потому что выпил? Нет. Из-за твоих сегодняшних поступков. Что это были за движения в офисе? Тебе совсем не подходит. Мне жаль. Демир знает, как меня разозлить. Ты не вынужден этого делать. Что? Ты не вынужден конкурировать с Демиром. Перестань бороться с ним. Хорошо. Между вами были неполадки, но ты можешь с этим покончить. Если ты перестанешь давить на него, то и он перестанет. Потому что у него высокие ценности, и он превосходный. Нет, Бурак, потому что нет надобности. Почему ты всегда выбираешь его сторону? Я не выбираю сторону. Ты все еще его любишь. Хорошо, ладно. Но это оставляет след на твоих решениях, Эйлюль. Ты не можешь правильно рассматривать ситуацию. Ты планируешь уехать отсюда, чтобы ускорить этот процесс. Ты совершаешь ошибки. Потом ты расстраиваешься, что из-за твоих ошибок твой образ в голове Демира рушится. Мой образ в его голове сравним с землей. Когда я сказала, что уеду, он сказал мне, чтобы я не обещала, так как не сдержу своего обещания. Я ненавижу то, что он может оказаться прав. Знаешь, что такое ошибки? Будто попасть в ловушку. Чем больше пытаешься спастись, тем больше ты падаешь. Не рыпайся. Чего ты от меня хочешь, Бурак? Понятно, что того, чего я не получу. Немного понимания. Может, еще пару ошибок. Мы могли сделать это вместе. Как минимум, не были бы одиноки. Я не одинока.
Потому что есть Демир? Нет, но есть. Да? Бурак, хорошо, успокойся немного. Хорошо? Выпей кофе, подыши воздухом. А если хочешь, я сейчас приду. Хорошо? Слушай, Эйлюль. Алло, Демир? Знаю, что звоню в поздний час, но Бурак тут. Он в плохом состоянии. Что я могу сделать, Эйлюль? Не брала бы его в дом. К тому же, раз ему плохо, посади в такси, отправь. Демир, Бурак теряет контроль, он не в себе. Завтра вы при клиенте поругаетесь. Нам троим нужно сесть поговорить. Мы должны взять Бурака под свой контроль. Пожалуйста, приезжай. Хорошо. Поторопись, мы ждем. Селин, привет. Я нуждаюсь в твоей помощи по одному вопросу. Могу я приехать к тебе? Уже очень поздно, Бурак. Мы не можем поговорить завтра? Не можем. Очень важно. Сегодня ночью мы должны поговорить. Ты снова выпил. Тема касается нас всех. Касается того, кто задействован в вашей жизни. Селин, очень важно. Я не могу рассказать по телефону, понимаешь? Если не хочешь, чтобы я туда приезжал, то я отправлю адрес, ты приедешь сама. Хорошо, отправляй, я еду. Будь что будет. Спасибо, что приехал. Где Бурак? Кажется, в саду. Эйлюль, с самого начала тебе скажу, что с Бураком нормального разговора не выйдет. Я приехал сюда, потому что считаю, что должен извиниться перед тобой за сегодня. По поводу чего? Утром я не просто накричал. Бурак заслужил это, но с тобой мне не стоило так говорить. Ты поехала туда, чтобы уладить дела с Илдырымом. Но этот человек плохо действует на тебя. Он не ранимый ребенок, как ты думаешь. Он разбалованный тип. У тебя будут проблемы. Я и так отсюда уеду, ты продолжишь работать с Бураком. Поэтому сегодня поговорим и найдем путь, благодаря которому вы сможете работать. Интересно, как это будет? Я приведу Бурака, но, пожалуйста, поговорим спокойно, хорошо? Попробую. Раз вы хотели решить проблему втроем, вот вам и третий человек. Решайте. Эйлюль, в дверь звонят. Эйлюль.